Всем привет из Коми. Заглохла мотособака. Короче, неровности тут дорога, наклонилась налево и все. Там датчик уровень масла срабатывает и в общем. Вот тут, короче, там проехал, здесь проехал и не вписался в эту колею. Короче, вот туда меня занесло и наклонился вот так. Дорогу тут перепахали всю. Смотрите, какая погода. Сегодня уже второй день, как у нас вообще штормит. Не погода такая нехорошая. Ну вот. Вчера никуда не ходил. И занимался я. Пытался сюда поставить амортизацию. Но ничего не получилось. На втором канале на будни Олега я там немножко поснимал видео. Не хотел выкладывать, а выложил. Как начинал все это дело делать и как у меня ничего не получилось. Приходится вот так сейчас, пока на жестком сиденье сидеть и ездить. Ну что, у нас сегодня в планах также сбор чаги. Ребят, пока, к сожалению, у меня рыбалка отменяется. Смотрите, что творит погода. Вот. В тайге. Считай, в тайге. Такая пурга, метель. А на реке вообще ни палатку не установить, ничего. Вообще сумасшедшая погода. Вон, смотрите, как метель метет. Так что давайте сегодня еще съездим за чагой. Там проверим один уголок. Постоянно один, но мы отдаляемся дальше и дальше и дальше. И уже скоро там этот участок закончится. Чтобы дальше ездить уже совсем далеко. И выгоднее туда уже поехать на машине. А здесь вот я катаюсь на мотособаке. Это самый удачный, хороший вариант. Близкий, более-менее. И мотособака самая более экономичная для таких покатушек. Вот. Так что приятного вам просмотра. Обязательно ставьте лайки, дизлайки. Я буду снимать, как все будет происходить. Буду также, как буду находить чагу, там вот это все. Все буду снимать. Пока других вариантов для съемок нету. Ничего. На избу времени нету ездить. Я вот так на ближние походы пока катаюсь. Как получится на избу поехать, обязательно съездим. В планах и на первую, и на вторую. И уже скоро уже наступит весна, уже скоро снег начнет таять и бездорожье, и смотришь, и река откроется. Вот. А я в этом году, честно говорю, на вторую избу не спешу ездить, потому что у меня нету никаких планов. В прошлом году, позапрошлом, постоянно я что-то ремонтировал, заготавливал, там подготавливался, бревна там привозил, стройматериалы, что-то там пытался. А в этом году я на расслабоне и не хочется мне ничего. Потому что у меня пока в данный момент по ремонту вроде как все нормально, только баню там, крышу надо что-то переделывать. А потом плюнул и на баню эту, и на все. Потому что пока смысла я не вижу, чтобы что-то там пытаться ремонтировать. Я на долгое время не езжу пока. На неделю съезжу, можно и без бани там обходиться. Я не фанат бани. Вот. Но рано или поздно все равно походы будут обязательно. Вот. Ладно, сейчас я дальше поеду. Уже не буду снимать, как я буду ехать. Обычная зимняя дорога. Здесь это непроходимые участки где-то еще с полкилометра, потом уже более ровная дорога будет. Здесь перепахали на буране, блин. В прошлом видео я об этом рассказывал, показывал. Вот тут рюкзак, мешок. Именно белье, ну как сказать, одежда, не белье, а одежда. Тут у меня в коробке топливо. Масло, запас. На всякий случай. Вчера чуть-чуть масла тоже добавил. Ладно, едем дальше. Оставляю мотособаку. Я уже на лыжах.
Блин, так прохладно сегодня. Быстро-быстро переоделся. Хорошо, что у меня сейчас штаны с молнией. И просто великолепно там переодеваться. Короче, иду по своей лыжне, что вот прошлый раз тут ходил. Тут развилка будет, потом лыжня. Я, короче, направо пойду. И уже встретимся ближе к реке, как найду первую чагу. В общем, доехал хорошо, нормально все. Да, сегодня прохладно, конечно. Ветерок такой. Ну, ходить наоборот еще легче будет. Быстрее будешь идти, чтобы не замерзнуть. И не будет жарко. Ну, это. В прошлом фильме я здесь закончил сбор чаги. Вот моя лыжня старая. Все, вон туда пошел. Вот. Откуда я пришел. Должны помнить, я озвучивал, что здесь лес такой молодняк, как бы даже похоже на подсад. Не знаю, или просто болотистые места. Ну да ладно, сейчас давайте сходим, посмотрим. Думаю, будет интересно посмотреть новые места. Для меня это все новое, это все обнадеживает, хорошее. Будем надеяться, что что-то интересное увидим. Там вдали я вижу уже река. Ближе к реке, наверное, пойду. Потому что что-то какое-то предчувствие, что здесь болотистые участки. Ладно, поглядим, посмотрим. Смотрите, заяц следует. Это он убегает от кого-то. Очень быстро, жестко, просто шаги такие, прыжки очень широкие. Она лиса и этого зайца подняла. Вот и зайчик убегает. Я у реки. Берег крутой. Вдоль берега все открыто. Одну верховую чагу только видел. Даже не стал подходить очень. Вон там тоже на другом берегу. Очень-очень высоко. Да. Низовых пока нет. Увидел огромную чагу, тоже верховая, между прочим. Вот здесь такое место, что все чаги высоковато. Но это я достану. Я так думаю. И то очень высоко, блин. Не знаю, получится или нет там. Вроде чага неплохая. Да, достану. Вот он. Бля. Достану и не достану. Вот это да. Чуть-чуть, наверное, не достаю. Блин. Чуть-чуть не хватает. Обидно. Не с руки. Фу. Да. Фу, получилось. Первая огроменная чага, ребят. Просто офигеть. Он очень тяжелый, добротный. Если штук 5 таких, все, можно выходить. Не меньше 3 килограмм. Отличная чага. Немножко бересты. Сейчас я буду чистить. И дальше. Здесь хороший березняк. Надеюсь, еще будет. Такую хорошую делянку прошел. Например, штормит. Участок хороший. Но вообще ничего нету. Как я вот это сейчас показывал.
чагу, которую я брал. Думал, там рядом еще будет. Вон поваленные деревья, ломает капец. Страшно дело, конечно, в такую погоду. Вон там вообще штормит. Такие порывы. Сейчас вот здесь вот тишина, а на другом берегу вообще такая полоса ветра прошла. Ладно, идем. Там какой-то пустырь справа. Я иду, стараюсь ближе к реке, чтобы ориентир не потерять там. Когда вглубь леса пойдешь, там, если нету солнца, просто можешь там кружить на одном и том же месте. Так что надо брать любое место для ориентира. Вот в данный момент у меня вон там на другом берегу хорошая чага. Прям 2 метра высотой. Вон, вижу. Между прочим, вторую чагу уже на другом берегу вижу. Но сегодня у меня в планах этот берег пройти. Прям черный такой. Ах, хороший. Только успел выключить камеру, что-то там торчит. Похоже на чагу. Сейчас подойдем. Издалека такой шматок показался, ребят. Подошел поближе, смотрите, с кулачок. Вот он. Маленький, удаленький. Такое небольшое дерево с тягой. Все, забираем. Вон он, верховая. Очень высоко. Ну и по пути там спереди что-то черное тоже нашел. Да, есть. Вот он. Хороший. Даже скажу вам, не мелкий. Вот она. Отличная чага. Ну, в общем, забираю и дальше в путь. Ну, минимум, как бы показываю, как я это рублю. Это очень много гигабайтов сжигает. Ну и лучше так вот я вам буду показывать, какую чагу я нахожу, и дальше в путь. Ну, также местами буду включаться, когда буду рубить. Отлично. Ну вот, сел немножко перекур. В общем, отдыхаю. Где-то с километра еще пройду, и уже как бы река будет идти в сторону дороги. К дороге ближе будет выходить. Чагу, вон она, вон. Где-то 5 метров высотой. Чага намного выше здесь выходит. И до этого я еще один нарост такой видел, тоже очень высоко. Ну, хороший, блин. Но плотно сидел там на дерево, даже с пешней. Можно накрошить, но он не отойдет большим куском. Здесь то же самое. И с пешней даже не достать, с моей пешней не достать. Очень высоко почему-то все. Вот. Лес, хотя тут, смотрите, шикарный ельник, хороший ельник. С подсадом, смотрите, подсад, рябинник. Лосиное место, именно лосиное. Там старицы, много стариц. В общем, думаю, здесь тоже ходить летом, осенью не очень-то хорошо. На лоси это место очень обожают просто. Они живут в таких местах. Просто плотно тайга, с вертолета, самолета, и орлы, и никто с квадрокоптера их не увидит. Просто они в таких местах живут. И медведи то же самое. Вот, ладно, трек пишется там, интересно, там прохожу, и я вижу, где я сейчас нахожусь. Вот, сейчас буквально 2 минуты еще посижу и идем дальше. Чаги вообще нету. Пол рюкзака за такое расстояние. Прошлую поездку просто шикарно мне повезло. Сейчас пока вообще пусто. Это я называю пустота. Столько деревьев и вообще чаги вообще нету. Не знаю, когда он будет. Ну, идти хорошо. Не, вот лыжня, смотрите, вообще не проваливаюсь. Снег держит просто шикарно. Сейчас на буране ездить очень даже отлично. Мотособака не проедет, он эту корку сломает и забурится. А на буране просто сейчас можно ходить. Отлично. Не спеша.
Будешь спешить, тоже разобьешь этот наст и сядешь. Кто ищет, тот находит. Не крупный, но все-таки он есть. Вот он. Отлично. Там еще небольшой нарост. Ладно, берем. Ну так, где-то 1,5 килограмма, наверное, будет. Отлично, 2 куска там. Все скрипит. Короче, я еще нашел одно дерево. Буквально рядом. Вот тут я взял. И тут один на пне. Нехороший, там уже пень старый. А вот второй получается прям отличный. Вот он. Да, достаю. Шикарная чага, ребят. Вот он. Шикардос. Вот это забираем. И уже рюкзак станет тяжелым у меня. А там вообще труха, он уже пересохший ее, он вообще негодный. Вот этот черный, прям обалдеть. Деревья скрипят, как в сказке. Вышло солнце, о, сейчас вообще намного как-то бодрее, веселее будет. За солнечно. Сейчас будем забирать. Опа. Есть. Большой, тяжелый. Вот это чуть-чуть неудобно, конечно. Опа. Это труха. Ну все. Отлично. Взял. Сейчас буду чистить. Хороший. Этот вообще огромный. Одно дерево там увидел, и второе еще под подозрением. Один вон хороший. Где-то второй еще был. Такой ельник с подсадом, блин, тут. Даже сложно увидеть. Да, второй, наверное, просто так показалось. Один точно с тягой. Сейчас вот это я заберу. И уже надо думать, выносить. Рюкзак такой хорошенький уже. Вычистить стал. Ну так себе. Вот такое дерево. Сегодня у нас ветрено. Штормит. Голубое небо. Проясняется потихоньку. Ладно, забираем. Второе, что я где-то увидел, это просто, наверное, кора отошла и все. Вот тут с подсадом и издалека ничего не увидишь. За сегодня вот этот кусок самый шикарный. Он, блин, очень тяжелый, во-первых. И чага, вот смотрите, коричневого цвета. Я считаю, это высший сорт. Это самое вот. Трухи нету. И вся чага, она коричневая. Добротная такая. Но этот уже чуть-чуть получается хуже. Но все равно он тоже хороший. Вот. Такие дела. Надо выходить, выносить это. Сейчас еще пройду, может где-то по пути кусок найду. И уже лучше лишний раз зайти, чем вот таскать на себе. Сейчас прошел тоже достаточно, ничего не было. Вот этот нашел. Вынес первый рюкзак.
Вот он. Нормальный, тяжеленький такой. Килограмм 18, наверное. Хорошо, что здесь бураница есть. Лыжи все оставляю. А мотособаки нету. Не видно. Очень далеко уже. Вот считай, я зашел где-то с километр и прошел вот так. Но здесь река, чем дальше, тем ближе к дороге идет. Следующий выход еще ближе будет к дороге. Вот. Давайте сейчас я быстренько схожу, приеду сюда на мотособаке и снова в тайгу. Здесь открытое место и ветрено, прохладненько. И надо чай попить. Что-то я проголодался. С утра так немножко чай попил с хлебом, нормально не позавтракал. И вот сейчас уже аппетитно гулял я. Вот так я буду идти по буранице. Съездил, сходил, потом приехал. Общей сложности километр 90 по дороге по прямой. А я пешком прошел вот весь путь с тягой и до мотособаки 4 с лишним километра как-то. Вот. Ну, нормально. Нормально. Сейчас немножко перекус небольшой. Кофе попью. У меня хлеб, конфеты сегодня. Скромный такой чаепитие. Честно, место, конечно, выбрал не очень. Так как штормит вообще, ветер сильный. Сейчас снова зайду в тайгу. Хотел там чай попить. Но решил, раз начал, уже здесь попьем. Сало не взял. Сегодня проголодался я уже, ребят. Только день начался, я уже вообще хочется есть очень сильно. Вот этот шоколад, конечно, силы мне даст. Он сладкий, питательный, с орешками, что не очень люблю я. Но он сладкий, вкусный. Один мешок есть. Начало хорошее. Но приходится много сегодня идти, конечно, но все равно уже какое-то настроение у меня есть. Потому что целый мешок уже я набрал. Ладно, сейчас я дальше пью чай. Ну, кофе имею в виду. И уже включимся, как найдем первую чагу. Пытаюсь за это лобовое стекло спрятаться от ветра. И, ребят, я нашел такую поломку первую на мотособаке. Вот две шпильки, два болта. Один или открутилось, или сорвало. Я не знаю. Обычно рвет. Домой приеду, откручу, посмотрю, что и как. Плохо, если сорвало. Потому что на триммере у меня сорвало, и ничего в этом хорошего нету. Пока на одном болте там пока ничего не шатается, конечно, он горячий. Но надо этот болт поменять. Иначе удачи не видать, ребят. Второй сорвет или открутится, там уже начнется такая вот нехорошая. Вижу следы рыбаков. Отходили прям много раз. И там видно, как все открыто, течет. Такая речушка таежная. Здесь не рыбачили, на мелководье. Поэтому лунок я не вижу. Вот, и там тоже не вижу. Может на повороте там есть. Ну, в глубине, видать, ищут рыбу. Была бы она еще. Вот. Один приезжает, второй уезжает. И непрерывно.
Да. Все открыто, ребят, вон течет вода. Скоро кряквы прилетят. Здесь мелководье, видать. Течением прям вокруг берега везде все открыто. Вдоль берега. Чаги нету, иду, просто у меня поход на лыжах получается. Прошел где-то полкилометра. 0. Так, ладно, пока вижу берез много. Будем надеяться. Будем надеяться только на лучшее. Повезло, ребят. Вот он, 2 дерева нашел. Прям рядом. Вот одно с хорошим чагой. Вот. И там еще второе. Тоже сейчас подойду, но как я буду уже брать, что там снимать. Вот он один. Ну и сейчас ближе подойду, там 2 куска еще тут. Вот один справа, не крупный, и здесь прям хороший. Вот он. Вообще уже надежды не было, ребят, но нашел. Снова вышел к речке. Ну, наверное, уже скоро буду заканчивать, ребята. Вот смотрите, сосновый бор прям на берегу. И тут уже деревья, берез все меньше и меньше становится. Кругом вот такие сосны. Вот так. Не знаю, как на другом берегу, но другой берег сегодня точно я не перейду. Что есть возможность, еще тут пройду. Кто его знает, может где-то что-то еще будет. Тут колеи, какая-то дорога. Здесь переход, между прочим, был. Под мотоцикл вроде как сделан мостик такой. Без коляски можно проехать. Вон там. А, вот чага, ребят, вот она. Вот. Чагу увидел. Вон оттуда еще ничего не видно. Я увидел верховую вон там. Хотел вам озвучить это, и вдруг на глаза попалась. Вот она хорошая. Так что нет-нет и попадает. Нормально. Сейчас это я забираю и дальше, а этот высоко там. Хотя бы это возьму. Ребят, похоже, я попал на какую-то избушку. С амбаром даже. На другом берегу. Да. Избушка там, ребят. Спуск тут не очень. Но, наверное, перейду, посмотрю. Рюкзак тут оставлю. Глянем, что за изба там. Вон там баня. Как всегда, наверное, по-черному. Здесь получается амбар. Амбар добротно еще стоит. Прямо хорошо. И двухкомнатная изба. Случайно вот наткнулся, попал. Очень-очень давно тут я был. С крыши видно, снег убрали, вот видите. Давайте зайдем. Там нары должны быть. Сейчас я уже, если честно, мало что помню. Вот тут навес. Этого навеса тоже я не помню. Может был, может нет. Я говорю, 100 лет назад тут я ночевал тут с дедом еще. И зайти невозможно. Хотел, но не получится. Все закрыто. Так что не зайдешь. Хотел еще посмотреть, там обзор вам заснять. Не получилось. Тут тоже какой-то сарай. Вон, смотрите, односкатный, как у меня там в избушках. И еще вторая крыша так идет. Пристройка такая. Без мха. Ну, как сарай типа. Может, летом тут коров держали.
всякое может быть. Вот, так что не удалось зайти. Знал бы, наверное, вообще, я бы сюда не перешел, конечно. Но, если честно, хотелось мне увидеть эту избушку. Там столик я вижу. Тут, получается, в этой половине печка стоит. А там должна быть нары. Да, там нары. Я это помню прекрасно. И я вот сейчас вспоминаю, как дело было. Мы сюда с дедом на охоту приехали. Ночевали вдвоем. И, знаете, там мало места, между прочим, нары не такие большие. И весенние ночи, они у нас, можно сказать, светлые. И можно всю ночь там охотиться, ходить. Весной тут река, по реке ходят на лодках. И мы ночевали тут. И ночью пришли охотники. Вроде двое пришли. Или трое. Двое, наверное, были. Мы лежали, потом тесно было там. В тесноте лежали. Одно место даже не хватило. Один в другом месте кое-как спал. И я, в общем, ночью проснулся, да, и думаю, встану там. И встал. Что-то жарко, наверное, было. Я воды попить, да, жарко было, избушка. Воды попить, чай попить. Встал, и на мое место этот, который в стороне лежал, тюркнул и все, занял мое место. Так что не надо, как говорится, щелкать еблом. Вот такие дела. Потом я ночью еще вечером бродил тут, ну ночь была, до рассвета там ходил. Такие воспоминания. Классно было. Все было, на деда уже не вернуть, это было давно. Охотился с дедом. Да, эта избушка и была. Помню. Больше изб тут и нету, вроде бы. Если выше так подняться, поблизости избы нету. В принципе, я знаю, у кого эта изба. Хозяин Алексей, там, привет, если что, смотришь. Там сестра тоже, если смотрит, привет вам. Хорошая изба, между прочим. Добротная еще, старая, очень старая, древняя избушка. Но вот когда ухаживают, видно, что крышу меняли, вот этот верхнее бревно меняли. Вот изба уже сруб старый. И там, видите, бревно как бы мхом такое вот. Похоже, что это меняли когда-то. Наверное, уже крыша протекала. И верхнее бревно, наверное, там сгнило. Потом мхом утепляли. Но видно, что пазы хорошо сидят. Это топорная работа. Топором все делали. И даже без бензопилы. Это старая постройка. Да, ну, честно, хотелось, конечно, там внутрь зайти, но там выкапывать нечем и все забито. Ладно, давай, изба. До новых встреч, может еще как-нибудь сюда приедем или придем, посмотрим. Рюкзак у меня на другом берегу. Все, пойдем. Вот такой вот вид. Полноценная большая избушка. Хорошая. Раньше их много строили. Хозяйства много было. Вот это луга, все. Таежные речки. И все эти луга использовали. Сено заготавливали. А вот те луга, которые вот на сторону, на первой избы, скажем, большие, огромные луга, которые были, это все поля были у колхоза и просто частным никому не давали. А сейчас все заросло. Все просто уже никому ничего не надо. Ни колхозу, ни частному, никому. Мне бы как-то здесь, вон такой крутой берег, и вон там рюкзак у меня. Здесь дерево, вот смотрите, рано или поздно свалится. Все уже смыло под корнями. Вот так. Класс. Елка хорошая. Ладно, идем дальше на поиск всяких. Тут немножко тоже есть.
Да. Ну, даже не скажу, что немножко. Вот хороший. Прям хороший кусок. Но здесь корой, конечно, но... Да. С одного только... С одной стороны я только вижу. Но добротная чага. Отлично, буду брать. Хорошая береза. Хорошая чага. Но не достать. Пешней бы достал. Как сказать, топором, но никак. Сейчас палкой попробую. Продолблю, может там вроде как не очень хорошо этот. Ну, еле-еле висит. Сейчас попробую палкой там продолблю. Вон там он был. Это чага, блин. Ну, вот видите, не такой большой участок, на чем он этот висел там. Короче, смог я взять. Вот этой палкой пару раз тык-тык-тык. Ну, раз 10, наверное. И он просто отошел. Отлично. Все, ребят. Это джекпот. Я сейчас покажу. Я издалека увидел. Похоже на джекпот. Просто шикарная такая болванка там. И я смогу. 2 дерева. Вот это я срублю и уже я буду выносить. Все. Мешок у меня полный. Надо выносить. О, капец, ребят. Огроменная 5-килограммовая чага. 1 и 2. Вот это шикарная чага. Вон она. 2 штуки. Огонь, ребята, огонь. Еще 2. Опять я и в ельник попал. Хороший. Возле старицы. Опа! Тут смотрите сколько. Капец. У меня в рюкзак не влезет. Вот это да, я попал. Вот это да. Хорошее дерево. И там еще. Вот это да, ребят, смотрите и удивляйтесь. Я удивлен этой находке. Долго шел и нашел. Вот что значит терпение, труд. Все перед труд или как называется. Все, будем долбить. Это придется мне долго отламывать, конечно. О, это да. Не просто так взять его. О, тут еще один есть. Тут, короче, 2 штуки. Тут еще одна. О, звук победы. Звук такой пустоты. Это с другого ракурса. С другой стороны-то есть. О. О. Вот еще одна. Вот смотрите, ребят. Конечно, буду я это еще тщательно чистить. Лишние труху, чтобы с собой не таскать. Вот это светло-желтое, это все я уберу. Фу. Ну и что сказать. Вообще долго шел и наконец-то я набрал 2 рюкзак. Сейчас я буду выходить мимо этой старицы, выйду, вынесу этот рюкзак и уже по-новому зайдем. Сейчас еще 2 дерево, что я показывал, вон рядом стоящее там с чагой. Там тоже возьму. Наверное, не влезет он у меня. Класс. Ну, примерно вот так. Огроменная чага. Отлично.
это действительно джекпот. Это реально очень большой куски. Вот смотрите, какой мешок получился. Это, считай, только с одного дерева я срубил. Второе, здесь я инструменты оставлю. Наверное, топор возьму, может где-то там найду, чтобы обратно, когда буду возвращаться, оттуда начать тык-тык-тык. Здесь заберем и уже перейдем старицу вот тут. Вот так вот. Ну, где-то 23 килограмма тут есть. Просто мешок прям не влезло. Самое главное поднять на спину и выносить тут недалеко, метра 300 до дороги. Все, я сейчас, короче, быстренько схожу и обратно сюда приду. С тяжелым рюкзаком, как назло, попал. Вот такой подъем сумасшедший, блин. Очень высокий. У нас таких возвышенностей совсем мало. И как назло закон подлости. И куда-то идет и идет. Вот это да, ребята. Ой. Немножко я попал, конечно. Капец. Вот это да. Надо же так, а. Вылез оттуда. Как-то зигзагами поднялся. Тут я смотрю, трасса какая-то вон тоже. Да. Фух, там, наверное, елянка. Короче, как и первый раз, так сейчас также схожу за мотособакой. Заодно я отдохну немножко. Где-то с километр. И кофе попью, и дальше еще один раз зайдем. Еще если один мешок удастся собрать сегодня, все, шабаш. Вот это тяжелый был. Еле дотащил. И как назло, вот это и есть закон подлости. Везде равнина, и тут такой подъем, бля. Еле-еле поднялся. И вон там спуск идет, такой тягун идет дорога очень, хрен пойми сколько там. Вот. Где-то тоже с километр. А здесь крутой, вот такой подъем. Ладно, давайте схожу, я сейчас быстренько. Мы уже снова зайдем туда. Сейчас навигатор посмотрел. Не считая то, что я вот до первого рюкзака там километр проехал. Сейчас у меня показывало 8 километров. Минус оттуда километр. Получается, пешком я 7 километров уже прошел. Вот. Ну и еще, наверное, километров, может, 2-3 пройду максимум. Ну, как получится. Если на одном участке получится набрать, все, соберу и выхожу и уже уезжаю домой. Если нет, так как пойдет. Сейчас вот иду по буранице. Прям хорошо, что здесь кто-то ездил на буране. Ну, это, наверное, предприниматели по работе там делянки ищут, там лес, тайгу, там отводят, там много работы у них. Ладно, иду потихоньку. Заодно отдыхает спина от тяжелого рюкзака. Вернулся на то дерево. Вот я уже взял один большой такой, крупный. Ну и мелкие еще вот тут 3 таких куска хороших. Вот. Ну где-то килограмм 3,5, наверное, будет. Такая вот. Сейчас перейду вон за старицу. Здесь я в этой стороне все посмотрел. Там вроде где-то еще мелькнул что-то. А даже отсюда я вижу какое-то черное пятно. В общем, туда сходим. Там возле корня. Ну, надо проверить. Пройдусь, проверю. Уже если найду, я включусь. Тут за старицей несколько деревьев. Прям вот одна из них. Вот. Неудобно, конечно, будет рубить на... Да, хорошая тяга там. Потом вон там одна низовая, а вторая верховая. Не знаю, достану или нет. И где-то еще слева видел. В общем, тут надо мне пройтись потихоньку, помаленьку, не спеша. Потому что вот с правой стороны, возможно, даже там тоже... А, там пень. Это не буду даже рассматривать. Ну, там еще может быть... Короче, черных пятен как бы есть, а там некоторые просто кора отходит. Ладно,
Сейчас буду брать сперва антенну или здесь. Буду рубить, одним словом. Как рубить это? Непонятно. О! Между прочим, легко отошел. Тяга хорошая, коричневая. Вон он, смотрите, ребят. Хорошая чага. Все хрустит. Корень там гнилой. Вот тут. То и бойся, чтобы не свалилось. Вообще жестко так. Хруст такой идет. Кусок. Все. С одного дерева взял нормальную чагу. Труху я чистить буду. Да, ребят, глаз мой не обманул меня. Он оттуда увидел там 2 дерева недалеко. И слева еще один. Но там, оказывается, и даже 2. Второй подальше. Похоже на чагу тоже. Вот тут березняк такой хороший. И вот в куче, просто в куче они. Нашел вот эту кучу и уже второй мешок собираю. А до этого сколько я шел, еще пустой. Вот. Ну вот. Вот одно дерево. Вон. Хорошее. Там еще второе. Ой, блядь. Упало. Покажу. Чтобы уже наверняка, чтобы знали. Да, тут хорошая тоже. Вот это я не видел. Да, вон он, добротный. Тот заметил издалека, а этот только что. Может, еще где-то они есть. Надо зигзагами тут пройтись. Берез много. И участок чаговой такой. Хороший. Вон рюкзак мой со второй чагой. Возвращаюсь к этой, чтобы срубить. Ребят, повернулся налево. Вон. Оттуда шел, я ничего не увидел. Давайте сходим, это пока оставим здесь. Вот так вот. Вон моя лыжня. Параллельно прошел, не увидел. Я и говорю, с одного ракурса они видны, с другого вообще нет. Пройдешь рядом и не заметишь. Вон какой огромный. Вон. Здоровая такая. Вот так вот. Все, я уже почти рюкзак полный у меня будет сейчас. Как я буду долбить, уже снимать не стану. Главное, показал, какие они хорошие, добротные. Все деревья живые. Вон такие образования какие-то интересные. Смотрите. Капец. Столько красоты в природе. Вот это. Короче, разрядился аккумулятор. Менял аккумулятор, у меня крышка от экшн камеры отвалилась.
общем, потихоньку начал рассыпаться. Но уже столько походов, столько фильмов, сотни фильмов я уже заснял, на тысячи фильмов уже на эту камеру. Вот, я хотел рассказать, что вот, смотрите, какая красота. И если вот это отлакировать, по-своему как-то можно сделать какой-то вот музейный экспонат. Или подарок кому-то дать. Или еще. Но вот, я не знаю, я вот красоту вижу. Как дупло, как гнездо, как, я не знаю, как водоворот какой-то вот. Что-то очень похожий. Капец. Ну, вот сейчас я крышку как-нибудь, ну, вроде как цепляется еще, но вот хреново, что все рассыпалось. Ну. Вот, сейчас я возьму эту чагу хорошую. Загрузился, вот он. Смотрите, мешок полный. Сейчас этот рюкзак оставляю. Там есть верховая чага, к сожалению, я не достаю высоко. И вот этот поворот здесь старица идет. И я просто так зигзагами без рюкзака пройду. Хоть посмотрю, что-нибудь есть или нет. В другой раз сюда приходить или нет. Просто разведкой так пройдусь. Если будет, заберем. Если нет, так оставим. Опять же верховые я вижу. Вот одно дерево. И там еще второе, третье. 3 дерева. Сейчас к тому подойду. Тут еще небольшой такой. Ну как небольшой, нормальный. Вот сверху, ребят. Смотрите, сколько чаги. Сегодня я чаги просто очень-очень много оставил. Так как все очень высоко. Сейчас это дерево еще гляну. Тут 2 дерева. Да. А, это пень. Точно пень. Ага. Ладно, пока один вот этот забираем. Да. И там еще заметил. Туда сейчас схожу, а это оставляем пока ближе к рюкзаку. Вот. Столько еще набрал. Вот отсюда, с этого дерева. Один кусок отсюда и основной вот здесь. Верховая еще осталась. Спешню я это достану. Короче, сейчас я это забираю. Иду к рюкзаку. Беру рюкзак и выхожу. Все, на сегодня хватит. 3 мешка получилось, примерно 60 килограмм я сегодня набрал. И знаете, я еще сюда, возможно, приеду, и если не забуду, я приеду сюда с пешней. Тут верховых чаг очень много, просто не без какого-то инструмента, или, я не знаю, или лестницу как-то сделать, или еще что-то там придумать. Вот, но без пешни тут просто вот провожаю взглядом, и осталось много чаги там. Вот верховых. Вот так. Много деревьев повалило сегодня. Не сегодня, а в эти дни, в эту неделю. Просто сумасшедший ветер. Весенний такой. Вот. Ладно, что получилось, получилось. Не будем жадничать. Конечно, можно и дальше сейчас пройти, там, чай попить и еще собрать. Но потом будет тяжело мотособаке. Перебор загрузишь, и мотособаке тоже будет тяжело. Так что давайте еще лучше другой раз приедем. Дальше еще есть вроде как места. Думаю, там еще будет ельник. Ну как жизнь покажет. Может приедем, может нет. Так что следите, что будет дальше. Вот так выглядит 20 килограмм чаги, не меньше. Может даже 22. Вот тут. И с этим рюкзаком, блин, такой подъем там, ребят. Вот я попал вот в самом нехорошем месте. Самое большое количество чаги я нашел в сегодняшнем походе. Ладно, сейчас пойдем потихоньку. И в следующий раз уже именно сюда я приду. Вот тут верховая, там верховые я видел. Короче, надо с пешней тут побродить. Это уже как-нибудь другой раз. Не знаю, как погода весна. Может резко все начнет таять. Не знаю, может еще нас будет или нет. Там хрен пойми, что будет. Вот. Ладно, я, короче, сейчас буду выходить
Все на сегодня. Спасибо, тайга. Достаточно. В другой раз придем. Вот такой подъем. Половину поднялся. Фух. Я здесь, когда обратно шел спускаться, а первоначально вон там поднимался, там вообще невозможно ходить. Вот так. Потихоньку, помаленьку. Главное не упасть с таким рюкзаком туда. Фух. Хорошая горка. Блин. Сопка так называемая. Именно, блин, попал так, что другого пути здесь нету. Просто никак. После таких походов потом домой приедешь, завалишься на диван и просто отходишь. Напряжение, конечно, мышцам не сильное. Сушина хорошая. Все, я на буранице. Загрузился уже, все. Получается один рюкзак. Сейчас, который я вынес. Блять, 22 килограмма. Это 100% есть. Второй мешок. Еще больше, там килограмм 23. И третий мешок, наверное, килограмм 20. Может чуть-чуть больше. Снег, вот сейчас я разворачивался, вот смотрите, даже бураница, она чуть-чуть мягкая стала. Снег рыхловатый и уже ломается под ногами. И весна, она такая обманчивая. Поедешь в тайгу, все хорошо. Через день может все резко изменится, там погода, и просто вы попадете на буранице. На буране, там по буранице вы не сможете выехать. Он становится мягким. Надо подождать, когда этот снег полностью станет мягким. Пусть дождь будет, или целую неделю тепло, такая теплая погода. Потом верхний слой вот этого снега, она отсыреет, становится тяжелым. И он давит нижний слой. Прям падает вот так. Вот тогда, если ударят морозы, это надолго. Еще хватит вам наст хороший. А вот так вот. Сегодня холодно, завтра тепло. Сегодня холодно, завтра тепло. Это не вариант. Или когда дождь, ливневый дождь, сейчас сутки шел, и с ветром все высохло, и опять же наста не получилось. Но хоть на лыжах хорошо сейчас ходить, и то радует. Вот, я буду заканчивать, ребят. Я сейчас переоденусь, и допью кофе и потихоньку буду уже ехать домой. Обратный путь я снимать не стану. Если что, там включусь, может быть. А так, все, наверное. До новых встреч, до новых видео, до новых походов. Сегодня просто поход удачный у меня очередной раз. Не всегда везет. Вот этот уголок меня порадовал. И не так далеко выносить, но подъем вот такой. Опять же, какая-то сложность. Но мы это преодолели, смогли. И все хорошо. Давайте, до новых походов. Все, пока. Да, еще добавлю, сегодняшний трек показываю. Вот отсюда, с этого угла я начинал. Включился, но запись пошла не сразу. Где-то с километра. Не записывала. В общем, в пути я 5 часов 36 минут. Тут 11,93 плюс еще километр. 12,93. 13 километров. 13 километров. Из 13 я вычитаю 2 километра, которые я вот 2 раза ходил к мотособаке и уже там ехал. Вот. Из, 11 километров у меня чистые на лыжах, короче, я пешком прошел 11 километров. Это чистый километраж. Вот.
Так что не думайте, что вот вы зашли в лес и набрали мешок, вышли. Смотрите, сколько надо ходить. 11 километров на лыжах с рюкзаком. И, скажем, вот вы потихоньку набираете, все, рюкзак тяжелее, и с этим рюкзаком вы идете. Это не то, что за ягодами вы зашли на болото, там собрали и вышли. Нет, здесь нужен поиск. Поиск и труднодоступных местах. Это не в каком-то в сосновом бору, а именно вот где старицы, где ельни, где валежники, где зимой сейчас более-менее еще легче ходить, чем летом. Летом там вообще непроходимо. Ну, просто замучаетесь. Конечно, если был бы наст сейчас, другое дело. А вот так на лыжах пока бродим, ходим. Вот и все. Это еще дополнение было. Пока.